5 минут и обед готов. Не удивляйтесь, на обед у меня опять борщ. Даже Валентина сказала, что это не борщ, а свекольник. Потому что борщ там есть капуста, а здесь капусты нет. Но тем не менее это очень вкусно и очень питательно. Сейчас я наверну тарелочку. И до вечера буду сыт. Вот я утром позавтракал. До обеда не ощущал чувство голода. А представляете, вот вы говорите, почему ты не готовишь в избе? Я сейчас все брошу и начну готовить. А то у меня не канал о еде, можно так сказать. Будем готовить как-нибудь. Вот как продукты кончатся, готовые уже, тогда будем готовить. Возможно, кое-что покажу. Но когда есть привезенные с дому, которые можно подогреть за буквально 5 минут, и обед готов, я буду возить дома. Столько, сколько это позволяет по времени. Зимой это неограниченное количество. Весной так себе. А вот летом, там уж да. Там если возьмешь покушать, то только в обед. Да, ужина бывает уже все скиснет. Так, ну что, за обедом по чарочке. Хуже не будет. Вчера сколько выпил. Вам наливать? Или вы еще на работе? Давай по половиночке. Чисто символически. Остальное вечером. Сегодня все. Сейчас все за обедом. Это вам. Ну это нам. Будем здоровы. Жизнь, я как Робинзон, один сам собой. Нет, вернее с вами. Робинзон сам с собой говорил, а я с вами говорю. Так что я не один. Даже вот видите, вот с вами чок. Ну, озеро. Так обнадежило. Только закинул, хопысь сразу. Хоп-хоп. И все. Так уже было не раз. Первые две поклевки сразу, одна за другой. Потом тишина. Как-то щучку сразу поймал на блесну. И все. Ведь рыба там есть. Или она реально до сих пор все еще стоит на месте, не ходит. Или передвигается очень медленно. Нет активности. Завтра там крайний день. С утра. Нет, с утра я, наверное, съезжу на другое озеро. Если смогу проехать. Если болота не открылись. Половлю с утра окуня там. На обратном пути заеду на это озеро. Сматываю жерлицы, сматываю удочку. И все. И полностью перебираемся на Печору.
Я еще не знаю, как там дела обстоят на реке. Ледовая обстановка. Ладно, разберемся. Лодка есть. И резиновая, и обяжка. Так что вот самый хреновый, там если лед есть, и он тонкий, что на буксе не проедешь уже, на урагане. И на лодке никак. Вот это будет печально. Придется спускать мотор на воду и крушить лед. Будет обяжка у меня ледоколом. А что теперь? Так что надо. Ладно. Что гадать? Сейчас перекусим. И мы сами все увидим. Ну, с вами все увидим. Красота. И все-таки это здорово. Так, что мы видим? А мы видим, что тут вот промыло. Ниже промыло. И остался небольшой перешеечек. Остался небольшой перешеечек, по которому ну никак ездить уже на буксировщике. Обалдеть. Вот тут мы бурили лед. Здесь был зашугованный лед. В больше метра он был. И теперь все промыло. Вот что значит весна. И самое-самое-самое хреновое — это то, что никак проехать-то. Получается, если бы все промыло, я бы спустил лодку, проехал бы до льда, оставил бы там и все. А теперь ни то, ни сё. Так. Будем думать, что делать.
Но как придумаю, все покажем. Все покажем, все расскажем. Скорее всего, придется, наверное, лодку взять и лодкой перебираться на тот берег. Там вроде бы еще лед нормальный. Друзья, наивно хотел. Просто думаю, здесь чуть черное, здесь светлое. Думаю, а что, ну вот так вот объеду. И хорошо, что я воткнул, даже не пешню, а лопату вон. Все. Под кашей уже вода. А пешня у меня там. Хорошо еще проверил, а не так проехал. Можно как вариант попробовать подальше вот там объехать. Но думаю, не стоит. Не стоит рисковать. Если я утоплю урагана, ох, и проблематично будет мне его доставать. Так. Будем думать другой вариант. Так, попробуем другой вариант. Так. Сколько тут весу-то у нас? Так, грузоподъемность 400 килограмм. Цена мотолодки 610 рублей. Знак качества. Сколько весит, не написано. В 79 году изготовили, 8 февраля. Молодой еще. Так, ну что мне делать со своей любовью? Тяжела и неказиста. Так. Или чё? Или резинку накачать. Поехали. Так. Нам надо сюда. Там лед еще голубой. Возможно, он еще будет держать. Хотя хрен его знает. Но здесь хрень собачья, тут полностью еще. Тут все гнилое, а там более-менее хоть. Попробуем. Сможем, можем, нет, так нет. Блин, как ураган его тащил, понятия не имею.
Я с места сдвинуть не могу. Фу. После обеда как раз физзарядочка. Опа. Так, лопата что у нас там осталась? Надо проверить, где вода начинается. Занозу сандалил. По самой... Блин, почему она туда хорошо уходит, а туда хреново? Так, ну чё, вот мы и на краю. Вон река промыла берег, а там лед белый еще нормальный. Нам надо переплыть вот буквально это расстояние. Там не хочется рисковать, потому что можно булькнуться. Даже если сегодня я проеду, не факт, что я сегодня проеду обратно, а лодку спускать надо. Так что лучше спустить сюда и там на лыжах потихоньку будем пробовать. Сейчас надо скинуть якорь, чтобы лодка не уплыла ненароком. Ну что, поехали. Да здравствует навигация! Ну вот, половину дела сделано. Теперь это будет у меня как передвижной паром пока. А потом, как больше промоет, мы будем прямо ездить по этой воде. А пока сейчас я буду отталкиваться, туда запрыгивать, подтягивать и туда.
Все, пошли за вещами. Так, ну что, пробуем. Перчатки одень, да? На маленьком плоту сквозь бури, дождик, грозы взял только сны и грезы и детскую мечту. Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, которым я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь. Тянут ко дну боли, грусть прежних ошибок, груз. Но мой плод свитый из песен и слов. Всем моим бедам назло. Вовсе не так уж плох мой маленький плод, свитый из песен и слов. Всем моим бедам назло. Вовсе не так уж плох. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну вот. Как-то вот так мы справились с этой проблемой и переправились на лед Печоры. Это сегодня, запомните, друзья. Завтра будет еще хуже. А может быть и лучше. Тут просто глубина не то не сё. И на моторе не проедешь, потому что мелко. И в броднях не пройдешь, потому что глубоко. А когда будет глубже, просто на скорости на лед заезжать и будет проще. Ну все, а теперь скидываем якорь. И вот еще до основного льда тут еще надо эту хрень пройти. Но здесь мы попробуем как-нибудь на лыжах осторожно. Все, друзья, погнали. Времени мало. Фу. Да. На урагане как-то мы проще сюда добирались. И быстрее. О, весь мокрый. Весь потел. Верхний слой льда лыжи не держит. Проваливается каша до 2-го уровня. В общем, картина ни хрена не маслом.
картина хреновая. Не знаю, если так будет продолжаться, тепло, ветер и солнце, Печора долго не простоит. И что мы, к чему мы готовились, чего мы так ждали, все уплывет. Но рано печалиться, мы здесь, а значит рыбалка продолжается. Приступаем к проверке. Так, друзья, у нас вон сколько живцов подохло почему-то в банке. Пока сортировал тудым-сюдым. Ну что скажешь, первый продольник. Налима нет. Щук нет. И там походу тоже никого нет. Три окуня, 3 живых окуня. И нифига. Ёршик, видать, там. 3 пещицы. Ага. Ершище. Соплище. И все. Да, не густо. Друзья, целый день был просто ураганный ветер. И тут, пока я разбирался с червями, в общем, такая фигня произошла. Землю нельзя сыпать как бы на лед там, где ходишь. Иначе под солнцем она будет разъедать и может быть просто полыня. А тут я в прошлый раз перебирал червей. Так и на этот раз высыпал червей. Перебираю, а лед оказался сверху тонкий. Провалился. И там вот где-то глубина сантиметров 30. Все черви ушли на второй лед. Немного набрал. Основная часть червей у меня ушла под лед. Такая беда. Что я хотел сказать, говорю, пока я вот этим занимался минут 15, ветер абсолютно стих. Полный штиль. Солнышко садится за горизонт. И что самое хреновое, как раз то, что мне сейчас не надо бы, конечно, это начало подмораживать. Начало подмораживать. Он уже покрывается пленкой лунки. И это не очень хорошо, когда занимаешься с червями. Давайте, пока светло, проверим удочки, наверное. Нет, давайте проверим сначала вот тот продольник. На него есть надежда. Если я не провалюсь сюда. Как бы здесь она с прикормкой, макуха. И как бы каждый раз что-нибудь, да что-нибудь там есть. Посмотрим, что на этот раз. Что-то дергает, но не крупная. Ёрш. Что-то еще не крупное. Второй ёрш. 2 ерша. И ни одного целого крючка. А нет, есть. Червячок целый есть. Так, пусто. О, смотрите, какой здоровый ёрш. Ерши — это тоже рыба. Ёрш тоже хорошо. Итак, я решил проверить в первую очередь удочки. Думаю, дергает, не дергает, чтобы пройтись, вытащить рыбу, где что есть. Вот буквально вторая же удочка. Смотрите, вон. Вон. Видите потяжки? Вон какие потяжки. Вон они. Здесь, друзья, есть рыба. И вес очень такой приличный. Но зацеп. Почему зацеп? А потому что у меня зацепилась палка. Палка, наверное, вот эта.
Близко стоит удочка. Рыба есть? Ну там зацеп. Скорее всего здесь, наверное. И не факт, что рыба попалась на удочку. Может быть, она на этом продольнике. И это 100% сиг, потому что только сиг прет против течения. Вот сейчас мы так раз. Каракатит сюда. А какие каракатицы. Так. Насаженный. О, малька никто не ест. Нет, не здесь. Смотри, два малька живые, никто их не ест. Это не этот продольник. Странно. А кто же тогда? Вон, 3 малька. Язя, значит, нету. Язь, значит, до сих пор еще не пошел. Вот и червяк целый. И мальки целые. Так. Куда же она у меня зацепилась-то? Интересно, девки пляшут. 3 малька насаженных. Окунь насаженный. Ни щуки тебе, ни налима здесь. Одни сиги. Сиг он не хищник. Так. Течение появилось уже. Вода прибывает, лед поднимает. Так, что у нас еще может здесь быть? Этот или этот? Но этот ближе, если... Так. Две удочки не может быть так далеко. Не, навряд ли здесь. Не здесь это точно. Ладно, с вами потом разбираться будем. Потом уже по темноте с фонариком наживлю. Нам надо понять, куда-то удочка у нас зацепилась. Но если не здесь и не здесь, получается здесь больше ничего не достанет. И это навряд ли. И не здесь. Не-а. Здесь само по себе куда-то запуталось. А у нас здесь что-то дергает. Ершовое царство, походу. Ерш раз. Ерш 2. Ерш 3. Поперли ерши. Ладно. Пока выключаемся, друзья. Сейчас наживлю, закину. И потом будем разбираться с той удочкой. Так. И здесь тоже никого. И ничего не зацеплено. Вон он дергает как. А куда же он зацепился-то? Так, а там у нас что за удочка? Моя удочка. Раскидал везде, блин. Ой. Оп. 100-рублевая мормышка.
А что, я сюда-то бросил ее? А, чтоб червяк не замерзал, наверное. Ну. Так. Так, закинул комбикорм с творогом. Творог, правда, не густой, больше на простоквашу похож. Сейчас посмотрим, подошел кто-то, нет, к запаху. Никого. Так, ладно. Черт с ними. Нам надо решать проблему с той удочкой, где рыба сидит. Значит, она куда-то зацепилась сама по себе. Если на палке она не зацепилась, здесь никуда она не зацепилась, вон как дергает. Луночка уже замерзать начала. Ну что, пробуем. Жалко будет, конечно, если порвет. Вон, все. Не идет. Мертвый зацеп. Ух ты. Вес-то хороший, жалко, блин. Грамм на 700-800. Еще вариант, что соседнюю удочку могла утащить. И удочка у нас не лезет. Здесь нету ничего. В общем, хрен его знает. Ой, как не хочет рвать. Вот оно идет метр где-то. И все. И просто упирается. Вон, и вон какой тяжелый вес, блин. Доходит и все. Понятия не имею. Ладно, завтра с камерой приду, посмотрим, пока рвать не буду. Пусть поболтается пока сижочек. Вот он как дергает. Печалька. Есть рыба. И никак ее взять. Сейчас по-быстрому проверим, дергает, не дергает. Где есть, сразу видно. Натяжка. Замерзло все. Кого? Ладно, друзья, как будет натяжка, дам знать. О, это что? Натяжка. Вроде бы натяжечка.
это проверим. Так, видно. На хариуса похоже. Ага, а нет, сижок. Сижочек. Ну вот Йенскеден. Сижочек, это хорошо. Ничего не буду говорить. Просто скажу Йенскеден. Блин, солнышко село. Придется под фонариком работать. Тут просто у нас одинарный крючок, скользящий груз и стопор. Да и черви стынут. На часик надо. Да, блин, с этой переправой по колодке, если бы на буксе можно было проехать, давно уже бы здесь был. Ну вот, начало есть. Пусто, друзья, все пусто. Пару вершей было и все на удочках. Вот эта крайняя удочка, которая с прикормкой типа продольника. И которая уже радовала несколько раз сишками. Один раз хариус был. Что нам скажет на этот раз? А на этот раз что-то тоже есть. Есть ёрш. И кроме ерша там еще натяжка, похожая на сиговую. Опа, 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 опа. На удачном месте, видать, стоит. Вот так вот Йенскеден. Один ёрш, один сиг. То ли на кормушке-то уже ничего не толком. Просто на удачном месте, видать. Когда закончу рыбалку на озерах, надо будет дальше туда пробуриться и поставить. Потому что здесь каждую проверку попадает сижок. Почти каждую. Значит, здесь рыба идет по правому берегу. Хотя один, а хрен его знает, где она идет. В общем, надо рыбачить. Пора уже, наверное, переходить на Печор. Закругляться с озерами этими. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, никого не поймаешь. Так, на удочках у нас два сишка. Один поменьше, другой нормальный. И один с зацепом. Сейчас по-быстрому проверяем палки, дергает, не дергает. Ну а потом буду уже под фонарик наживлять, насаживать. Вот странно у нас, почему вот весной нет налима. Вот осенью за такое время по-любому что-то да что-то уже попало. О, хариус. Хариус, друзья, хариус. Крякает. Молодец. И зацепился ты не сильно. Обычно хариус глотает до самой задницы. Еще там все. Вот, Йенскеден палка нам дала харюска. Вот такой вот аромат сразу такой от хариуса. От сига нет такого аромата, как от хариуса. Палки тоже работают. Палки-полчонки. О, еще ёрш есть. Еще ёршик. Я и смотрю, думаю, кто-то еще вроде дергал. Ну и все. Так, ладно, уже вытащили. Насажу червячку. Блин, скоро уже фонарики надо будет одевать. Темнеет. Сегодня что-то припозднились.
Все запутано. Налим запутал все. Эх ты, проказник. По всем законам физики я тебя должен был съесть, потому что ты все запутал. Я тебя отпущу. А как вот сейчас мы это будем распутывать? Хрен его знает. Ладно, завтра разберемся. Некогда. Может быть, не только он, может еще кто-то был. Завтра. Это будет завтра. Ух ты, что-то есть. Что-то есть, друзья. Что-то дергает. Похоже на язя даже что-то. Ёрш. Что-то тяжелое. Что-то крупненькое идет. Я же говорю, на язя похоже. Ага. Ясь появился. Ясь, дружочек. Где вы пропадали? Ну вот. Язя сразу заметно. Буйный. Буйный малый. Так. Ну, если ясь пойдет, хоть веселее будет. Завтра еще схожу на озеро, подниму жерлицы и плотно уже займемся до самого ледохода продольничками. Две палки остались у меня. Вода прибывает, палки все короче и короче становятся. Уже где-то, наверное, больше полметра прибыло. Так, что здесь? Что здесь? Типа ёршика что-то. Опять один ёрш. Но ершок. Ёршик. Ну вот и последняя палка на сегодня. Кто там? Сергей Осипов. Алло. Здорово. Здорово. Сейчас подожди. А? Игна, сейчас последнюю палку вот поднимаю. Сейчас, подожди, посмотрю, что-то есть, нету. Ух, запутано что-то все. Котка гард там остался. Два ерша, короче, и все запутано. Сарьяты, одна щука и, наверное, штук 10, наверное, более-менее окуней, остальные жерличные. Но не очень клевало тоже, да? Не, главное, пришел сначала, бац, такой на блесну сразу, хорошенький. Потом на блесну, бац, сразу второй. Ну, думаю, все. Поперло, да? Поперло, как всегда, говорю. Ну, говорю, еще на камеру, говорю, такое бывает. А потом, говорю, шиш с маслом. Точно, блин. Целый день. Потом и там пробовал. Все жерлицы поменял, все живцы сдохшие. Одна щучка вот была. И все. И все. Не звонил, не хочет ехать? Не звонил еще.
3 дня-то не прошло же еще. Ну что, как потом кедровка-то? А что, сегодня уже лодку спустил? На лодке переплыл, да, уже? Да. Промыло там, где мы вчера проехали. Помнишь, я говорю, надо здесь, не там, говорю, там что-то темное. Вот там, короче, сверху и снизу промыло, а где вот, если бы снизу проехал, мог и тюкнуться. Думал, объеду. Вроде там лед такой, ну, серый, не темный. А пешня-то у меня здесь на досках была. Вон, я, короче, туда лопатой тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. У меня снег тюк, и там вода уже, блин. И... Палку не срубил, наверное, да, нифига. Ну, и я потом, короче, думаю, нахрен буксировщики рисковать, потом его доставать. Если я понимаю, там не глубоко метр, но все равно там 1,5 максимум. Там... Двигатель утопишь, да, блядь, запоришь потом двигатель. Ну, я и говорю, да и это, там потом глубже же становится, а промыто все уже, лед гнилой там весь. Короче, как бурлаки на Волге, лодку дотащил один до промоины, оттолкнулся с берега на берег и вышел. Пока с Серегой болтали, в конец темнело. Все-таки подведение итогов придется делать под фонариком. Итого у нас сегодня вот такая вот щуренция. Килограмма на 1,5 примерно. Язь. Хариус. Сиг. Вот как-то так. И вот хорошие крупные окуня. 1, 2, он кабан. 3, 4, грубо говоря, 4 с ладошку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И остальное ерши и мелочевка окуневая. Ну вот и все. Блин, еще надо почистить рыбу. Ёшкин кот. Возле избы не будем, чтобы не было запаха крови. По идее тут лучше, но там промыто все. А здесь вот, блин, пешню опять не взял. Ёшкин кот. Ладно. Попробуем. Здесь верхний слой уже не держит. Так, здесь прошли. Блин, по темноте еще страшнее. Вон эти темные пятна, это, возможно, под снегом уже льда нету. Это вот буранка пока еще держит. Я говорю, да лучше бы уж все было открыто, хоть на лодке бы проехали и все. Вон открыто. Завтра этого перешеечка уже не будет 100%. Так.
С лодкой и следобуром я еще не рыбачил. В нашей жизни все бывает. Так, лыжи, наверное, здесь и оставить, чтобы не таскать туда-сюда. Якорь примерз. Опа! Так. Не провалиться бы вместе со льдом. Тихо, 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 тихо. Мама. Так. Так. Большому кораблю большое плавание. Ну и пусть. Надо было мне шест все-таки вырубить. Будет нелегким мой путь. Тянут к дну боли грудь. Прежних ошибок груз. Но мой плод. Блин, да не туда. Берег право, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый. Кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ага. Сейчас еще и не запрыгнешь туда. Так. 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 Так не пойдет. Попробуем немного по-другому. Опа! Так. Утонуть я не утону. Надеюсь. Так. Ну вот. Мы на берегу. Осталось вытащить лодку на берег. И раз. И раз. И раз. И два. Надо повыше поднять. Хрен узнает, сколько воды прибудет за день. Чтобы не получилось так, что... Я пришел, тебе нема. Вот так вот. Здесь уже нормально. Столько воды
За один день точно не прибудет. Привет, ураган. Я вернулся. Ну вот. А теперь до избы, и будет все хорошо.